Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. Исәнмесез, кадерле дуслар! В эфире новый выпуск проекта «Татар кызы». Новостей от нас ждете не только вы, дорогие зрители, но и наш ведущий Руслан Мазитов, который предпочел остаться дома. Руслан, ты меня слышишь? Салям, Зульфия! Все нормально? Барысы да бик яхшы. Смотрите новую серию наших увлекательных приключений. Сегодня в программе суровые условия походной жизни. Кто еще не знает, как поставить палатку? Ночные посиделки у костра. И долгая дорога в горы. Отважные и выносливые, смелые и целеустремленные татарочки успешно сплавились по реке Ай, а теперь вместе с ними мы отправляемся в окрестности города Миаса. Их ждет восхождение на гору Ицил. Небольшой поселок Тыилга получил свое название в честь одноименной реки. Об этих местах сложено немало загадочных легенд. В 19 веке здесь обнаружили настоящую золотую жилу. И началось. В погоне за длинным рублем сюда хлынули старатели со всех концов Российской империи. И многим из них действительно повезло. Здесь были найдены уникальные самородки. Самый крупный из них – Большой Тыилгинский, весом более 14 килограммов, и Малый Тыилгинский. Сейчас хранятся в Алмазном фонде России. У наших татарочек другая цель. Они должны доказать, что никакая стихия им не страшна, что человек способен на многое, и главное, в экстремальных условиях проявляются только самые лучшие качества. Получится ли? Посмотрим. А пока им предстоит устроиться на ночлег. Испытание первое. Разбить палаточный лагерь. Как она собирается? Получается, честно скажем, не сразу. Но все же через полчаса у каждой было готово место для ночлега. Испытание второе. Приготовить ужин. Уговаривать долго не пришлось. Девочки сами вызвались начистить ведро картошки. Думаете, они устали? Значит, вы не знаете наших татарочек. Когда ужин был готов, добродушно позапывал чайник, участницы конкурса вместе с гостями собрались вокруг костра. Выбор песни им самим показался неожиданным. Первый снег в июле? Разве такое бывает? Конечно, нет. И разогнав остатки сомнений, они продолжили свой импровизированный концерт. Действительно ли никакие тревоги им не страшны, а дороги дороги любые, станет ясно только завтра. А пока всем спать.
В деревне еще первые петухи не пропели, а они уже готовы к тому, чтобы покорить одну из вершин горного хребта Ицил. Ее высота около 1000 метров. Вместе с членами жюри и опытным проводником девушки отправляются в путь. Маршрут несложный, даже для начинающих туристов. Мелкие неприятности не в счет. Правда, часа через 3 становится ясно, все не так просто, как кажется. Наш гость из Республики Татарстан, ведущий Руслан Шарафудинов, уже готов сдаться. До Казани далеко? Туда? Спасибо. Нелегко пришлось и членам жюри. Дамир Сафин словно не в поход собрался, а на концерт. А для учителя Сании Вахитовны Шевченко куда привычнее прогулка с малышами в парке. Девочкам, кажется, придает сил сама природа. В лесу, говорят они, с голода точно не умрешь. Это черника. Она вот в наших районах вообще не растет. Это очень полезная ягода. Редкие туристы, которые идут навстречу, татарочек узнают. Говорят, что с интересом следят за нашим проектом. Каждой участнице они желают победы, а девушки с радостью откликаются на их просьбы о помощи. Чем дальше, тем сложнее. Сказывается усталость. Подъем становится все круче, да еще начинается накрапывающий дождь. Я последний раз спрашиваю, до Казани далеко? Погода заметно портится. Организаторы вынуждены срочно менять дальнейшие планы. Переночевать на вершине горы, скорее всего, не получится. Чтобы сократить время в пути, за девочками присылают машину. Вот такая карета будет у наших принцесс. Размещаются прямо в кузове, вместе с членами жюри и всей съемочной группой. Салям! До Казани возьмешь, брат? Возьму. Ура, Аллаха шикр, Казанга киттим! Сначала это было даже весело. Девочки шутили, не американские, а татарские горки. Потом стало по-настоящему страшно. Опасаясь веток, приходится прятать голову. Иногда машина не может преодолеть препятствия. Они выходят, чтобы через четверть часа вновь занять свои места в кузове. Не бойся, не страшно, вообще нормально, я нормально прыгну. Пустите, я прыгну. Пожалуйста, прыгайте. Иногда кажется, что этой дороги не будет конца. Ложитесь прямо вообще вниз. Сильно вниз. Дождь разошелся не на шутку, а когда они наконец добрались до лагеря, на вершине пошел самый настоящий снег. Говорят, такое на Урале последний раз было 100 лет назад. Стихия действительно решила испытать их на прочность. Но татарочки не готовы сдаться на милость природе. Они полны сил и решимости. Испытание, конечно, не из легких при таком тяжелом подъеме в гору. Но дошли все, и причем настроение у всех позитивное. Вот. Они находят в себе силы улыбаться, смеяться, шутить друг над другом, заботиться друг о друге. И мы видим, что это даже их сегодняшняя погода не остановила. Очень приятно, что у нас такие девчонки. Пока они хоть немного пытаются отогреться у костра, жюри принимает решение. Придется возвращаться в лагерь. Все понимают, дорога обратно будет непростой. По-моему, на сегодня экстрима достаточно. Как ты считаешь, Руслан? Ты знаешь, Зульфия, мне понравилось. Ведь путешествие – это занятие весьма увлекательное. Согласна. Именно поэтому мы пока домой не собираемся. Сау булыгыз. А мне остается лишь попрощаться и вместе с телезрителями ждать очередного выпуска программы «Татар КЗ» на телеканале ОТВ. Хушигыз! За смелость, решительность и веру в свои силы жюри поощряет дополнительными баллами Юлию Сербаеву, Гюзель Муртазину и Ринату Гайтулину. Девочки, вам позавидуют даже самые отважные батыры.
А в следующем выпуске программы прокатились с ветерком. Самая страшная поездка в моей жизни. Мама, привет! Жюри принимает беспрецедентное решение. Сегодня мы наблюдали за вами. В чем причина их слез? Все разные, но мы все заслуживаем победы. Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.